Мы тоже с подарками. Дорогие товарищи, уважаемый Сергей Васильевич, уважаемый Владимир Анатольевич, коллектив Целевого фонда будущих поколений, дорогие издалека, из близко пришедшие, коллеги, друзья, с большим нас праздником, с днем рождения, юбилеем Целевого фонда будущих поколений. Надо сказать, что 30 лет – это достаточно серьезный возраст. И не таким уж легким был этот путь, когда в 90-е годы, самые сложные годы, Михаил Ефимович принимал такое решение. Не просто это было. Он часто об этом вспоминал, говорил. Это не просто в одночасье, в одноминутный момент создавалось. Это вопрос отстаивания интересов республики, жителей республики, убеждать руководство страны, что определенная часть доходов должна оставаться не просто на развитие республики, а именно на развитие детей и будущего нашей республики. Мне кажется, это было одним из самых мудрейших решений Михаила Ефимовича и его команды. Михаил Ефимович всегда говорил, народ историю создает, эпоху личности. Именно те люди, которые так или иначе стояли у истоков создания Целевого фонда будущих поколений, это Комитет драгоценных металлов, Карл Васильевич тогда руководил этим, это Министерство финансов, это правительство нашей республики. И, конечно же, как Сергей Васильевич сказал, это огромная команда, которая работала. Вообще, этот год оказался очень удивительным. Мы вот с коллегами говорили, в этом году отмечал 30-летие, ярчайший бриллиант нашей республики, гордость, высшая школа музыки. 30-летие отмечал один из самых фундаментальных финансовых институтов, это Алмаз-Агентбанк. Такого банка, наверное, нет ни одного региона, который так надежно и хорошо работает. И сегодня мы встретились у Целевого фонда будущих поколений. Это фонд, который спасительной силой всегда выступает в самые трудные моменты, когда необходимы деньги. Куда бежать? Бежать в Целевой фонд будущих поколений. Так ли? И я очень с большим пониманием отношусь к коллективу, который принимает это решение. Это очень сложно. Кому-то отказать, кому-то дать. А самое главное, работать с такими крупными компаниями, мировыми компаниями, как Алроса, Роснефть, Полис и так далее. Отчитываться перед ними, держать марку перед ними – это огромная гордость. Я пожелаю всем вам, дорогие коллеги, чтобы мы все бережно относились к Целевому фонду, ибо от его имени зависит успех каждого из нас, поддержка его. И пожелаю успеха всем компаниям, которые сотрудничают с ними, ибо их трудом, их финансами мы имеем возможность работать. Что касается лабораторных средств, за 3 года мы сделали уникальные учебные комплексы, которые не были для детского сада. Впервые в истории полностью на все года мы сделали учебные комплексы на якутском языке, все музыкальные произведения, все композиторы, по изобразительному искусству. И первыми в России мы вчера получили положительный отзыв на парциальную программу патриотического дошкольного образования, который называется «Родничок». Владимир Анатольевич, Целевой фонд, большое вам за это спасибо. Разрешите нашего коллектива поблагодарить и вручить благодарственные письма Владимиру Жданкошину. Вы всегда говорите, вы скромные, благодарные люди. Благодарственные письма тем людям, которые с нами работают. Дорогая и уважаемая Скардана Васильевна, разрешите вручить вам наш скромный подарок и нашу почетную грамоту. Разрешите вручить
вручить почетную грамоту Юлии Юрьевне Сергеевой, начальнику финансово-экономического управления, главному бухгалтеру будущих поколений, Нине Петровне Светлановой и Татьяне Александровне, заместителю главного бухгалтера. Как исполнительный директор Фонда содействия развития культуры, науки и образования Фонда Первого Президента, разрешите вручить высший орден нашего фонда, орден во славу и пользу республики, тому человеку, который уже на протяжении многих лет стоит тем столпом надежности развития целевого фонда будущих поколений. Это Наталья Исааковна Олеева. Разрешите поздравить всех и успехов. Спасибо. Прошу прощения, что немножко долго. Владимир Анатольевич очень скромный. Так что, Владимир Анатольевич, вам наши самые искренние благодарности. Процветания, успехов нашему любимому, дорогому фонду. С праздником!